Пакет документов, предложенных президентом Асланом Бжаня, включает в себя проект закона о внесении изменений в Кодекс Республики Абхазия об административных правонарушениях и проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия. Изменения касаются усиления мер ответственности за незаконную добычу криптовалют. В эти минуты в парламенте проходит заседание Комитета по государственной правовой политике. Депутаты рассматривают законопроект, предложенный президентом, о возможности конфискации майнинговых аппаратов и привлечения к уголовной ответственности за их незаконное использование. Заседание проходит за закрытыми дверями, без журналистов. Напомним, что предложения главы государства были направлены в парламент после совещания с депутатами, которое состоялось 22 января. На встрече, в частности, речь шла о необходимости изменений в Кодекс об административных правонарушениях, а именно усиление мер ответственности за незаконную добычу криптовалют. Президент обратился к депутатам с просьбой поддержать их. Аслан Бжаня попросил парламентариев не откладывать столь важный вопрос в долгий ящик и рассмотреть его как можно быстрее. Одними силами Черноморэнерго или МВД этот вопрос не решить. Нужна слаженная совместная работа, подчеркнул тогда президент. Вы очень хорошо проинформированы о том, что у нас сложилась тяжелая ситуация в энергетике. Меры, которые предпринимались, должного эффекта не дали. Требуется принятие дополнительных мер. Суть этих мер состоит в следующем. В части, которая имеет отношение к уважаемым депутатам, к парламенту. В понедельник мы будем вносить законопроекты и просили бы вас их поддержать, имеющие отношение к усилению мер ответственности в Кодекс об административных правонарушениях. Там штрафные санкции будут многократно увеличены за деятельность, связанную с незаконной добычей майнинга. Это первое. Там будут предусмотрены меры по конфискации оборудования и дополнительная мера, если это потребуется, если это будет рецидив, это мера уголовной ответственности. Документы поступят к вам в парламент. Это ваша прерогатива. Я хотел бы, чтобы вы это изучили и, не откладывая в долгий ящик, проблему рассмотрели. Силами одного ведомства, Черноморэнерго или Министерства внутренних дел, эту проблему решить не удастся. Здесь нужна слаженная совместная работа. В связи с этим я вас пригласил и просил бы вас в этом плане поддержать. После обсуждения в парламентском комитете по государственной правовой политике депутаты пришли к консенсусу. К какому именно, нам по телефону рассказал заместитель председателя парламентского комитета Каха Пертая. Изменения в административное законодательство предусматривает наличие нового состава административного правонарушения, в том числе за присоединение к электрическим сетям в целях добычи криптовалют, а также ужесточение мер наказания в виде увеличения штрафных санкций, а равно возможную конфискацию соответствующего имущества, оборудования при повторном уже аналогичном, скажем так, правонарушении. Что же касается изменений в Уголовный кодекс Республики Абхазия, дополнительной статьей 210 прим., то следует подчеркнуть, что диспозиция нового состава уголовного деяния предусматривает возможное наказание субъектов нарушения за присоединение к электрическим сетям с нарушением требований законодательства и потребления электроэнергии с целью осуществления добычи криптовалют в большом объеме. То есть, в большом объеме имеется в виду, в примечании, что это будет свыше 1 мегаватта. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 3 лет с конфискацией оборудования. По обоим, законопроектам комитет проголосовал единогласно. В дальнейшем будет продолжена работа и в соответствии с регламентом законопроект будет предложен для его принятия в первом чтении. А что касается, статьи Уголовного кодекса 210 прим., и Лолова Рауль Валерьевич такого же мнения. Я, в принципе, с ним солидарен, мы с ним тоже об этом говорили. В принципе, и российская практика тоже показывает, да и у нас это применимо. Есть статья кража, это хищение чужого имущества, есть такое понятие хищение электроэнергии. В принципе, даже на сегодняшний день есть статьи, по которым можно, собрать материал, возбудить уголовное дело, и там уже дальше направить в суд. Но если мы тем самым хотим ужесточить для решения этой проблемы, то парламент в целом готов.
Я бы еще хотел добавить, что вот, значит, у коллег, в частности, у председателя комитета по обороне и безопасности, значит, возник вопрос именно по кодексу об административном правонарушении, по внесению изменений в статью 96 прим. Значит, то, что как бы там часть там, 1, 2 предусматривает, что физические лица, индивидуальные предприниматели тоже как бы вот понятно, что за незаконное подключение будут наказаны и привлечены к административной ответственности, но там вот сумма штрафов высокая. И как бы он мотивирует, раз мы говорим о незаконной добыче криптовалют, то давайте мы будем решать именно конкретный вопрос именно вот по криптовалюте. Как бы добавим 96 прим, добавим еще одной частью. Таким образом, законопроекты президента об усилении мер ответственности за незаконную добычу криптовалют будут рассмотрены на ближайшем заседании парламента. Алика Трапш, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.